Вот уже как месяц в Беларуси не утихают митинги, касаемые выборов президента республики. В столице Беларуси и других городах страны начались стихийные акции протеста против решения ЦИК о недопуске к президентским выборам Виктора Бабарика и Валерии Цеепкала. В Минске на улице вышли несколько сотен человек. На улице Немига протестующие вступили в драку с ОМОНом. Акции протеста, менее массовые, чем столица, проходят также в Бресте, Гродно, Могилеве и других городах. Полиция задерживает людей. Аналитический центр «Казак Хайпа» оценил обстановку в Беларуси и подготовил сенсационный, шокирующий, умопомрачительный материал для своих зрителей. Смотрите прямо сейчас. Александр Лукашенко, более известный как батька или последний диктатор Европы. Он правит Белоруссию почти 30 лет. За столь огромный срок Лукашенко удалось полностью построить политическую сферу под себя, практически уничтожив разделение власти и взяв в свои руки чрезмерные полномочия. Но все же, отменить выборы и назначить себя царем он не может, кишка тонка. Сегодня, 9 августа, в Беларуси проходят президентские выборы. Однако именно эти выборы станут последними для Лукашенко и для его политической системы. Журналистам «Казак Хайпа» удалось выяснить, почему Лукашенко проиграет выборы и будет вынужден покинуть свою страну. Звучит дико, не так ли? Однако давайте посмотрим на факты. Главнейший конкурент Александра Лукашенко – это Светлана Тихановская. Именно она организовывала многочисленные митинги в Минске. Как мы выяснили, она полностью прозападный кандидат, поддерживаемый местными националистами и сторонниками Евросоюза. Возможно также, что ее спонсируют из-за рубежа, например, политические фонды Германии или Польши. Мечта Запада – уничтожить последнего диктатора в Европе. С другой стороны, недавние события с задержанием боевиков ЧОП под Минском весьма подпортили отношения батьки с Кремлем. Мы не будем вдаваться в подробности о том, кто устроил эту провокацию, факт остается фактом: Лукашенко отдалил себя от Москвы таким поступком. По итогу, мы имеем одинокого батьку, который бьется в агонии и пытается ухватиться за свой трон. Но, увы, народ устал от диктатуры и несменяемости власти. Что будет делать Лукашенко? У нас есть ответ на этот вопрос. Лукашенко повторит судьбу своего коллеги, бывшего президента Украины господина Януковича. Только вот бежит он не в Россию, так как там ему уже не рады, а в Казахстан. Да не удивляйтесь. Все давно наслышаны о многолетней дружбе Нурсултана Назарбаева и Александра Лукашенко. Давайте послушаем, какие пикантные истории рассказывал Лукашенко о Назарбаеве. Я пью исключительно в двух случаях. Когда собираются президенты, у меня есть, я его называю моего лучшего друга провокатором, это Нурсултан Назарбаев. Он садится, знает же, что я выпить не могу так, как они там, члены политбюро. Он наливает рюмочку. Ну что, Саш, понемножку? Ну, понемножку. Вы заметили, что Лукашенко назвал Назарбаева лучшим другом? Это не просто так. Даже Владимир Путин не удостоился таких эпитетов. По итогу мы имеем, что Александр Лукашенко с треском проиграет выборы, а после запросит политическое убежище в Казахстане. Нурсултан Назарбаев с радостью примет к себе своего старого товарища и друга. Что ж, действительно, этот год весьма необычайный. Некогда нерушимая дружба трех лидеров, трех друзей ныне рухнула, и теперь во власти остался лишь один Путин, но надолго ли? Впрочем, это уже совсем другая история. С вами была команда «Казак Хайпа», подписывайтесь на канал, делитесь этим шокирующим роликом с близкими и друзьями и ставьте лайки. До новых встреч!